Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, о чем вы еще не знаете и даже не догадываетесь. Сегодня день полнолуния, луна светит ярко, все тайны, все секреты и ближайшего будущего, и отдаленного раскрывает. Загадайте, пожалуйста, на себя. Задайте вопрос от своего имени, так и спросите, о чем я еще не знаю, о чем еще даже и не догадываюсь. И давайте вместе посмотрим, что покажет, о чем расскажет песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какое сердечко, красивая половинка прям вышла. Ну что ж, мои хорошие, давайте будем разбираться. О чем вы не знаете, о чем не догадываетесь. Здесь любовь большая идет в вашу жизнь. Не просто любовь, а это какое-то всепоглощающее чувство. Любовь настолько сильная, настолько мощная, бурная, ворвется и не спросишь. Смотрите, вы у меня все разные, меня смотрят и мужчины, и женщины. Многие из вас в паре, в браке, многие сами по себе. Кем бы вы ни были, в каких бы отношениях вы ни состояли, что бы ни происходило в вашей жизни, любовь идет в вашу жизнь. Вы любитесь так, что все на свете позабудете. Кстати, не исключено, что вы влюбитесь в того же человека, с кем сейчас рядом находитесь. Но у кого-то отыграется действительно новый человек, который придет и поменяет вашу жизнь. А вернее, та любовь, которая вспыхнет к этому человеку, целиком и полностью поменяет вашу жизнь. Любить никогда не поздно. Любовь, она разума не слышит. И зачастую так бывает, что против своей воли люди очень сильно могут влюбиться и действительно все в своей жизни изменить. Ради любви, во имя любви, силой любви. Конечно, у каждого будет по-своему. Что мне нравится, так это то, что любовь идет взаимная, абсолютно полностью зеркально взаимная, сильная. И крышу снесет не только у вас, извините за это выражение, но и у того, с кем любовь у вас это закрутится. Здесь два человека, тут безумное притяжение, здесь две привязки. Причем, знаете, не одна, две, понимаете, очень мощные привязки. И крышесносное что-то идет. Вы меня извините, кто зашел, либо зайдет на эту отсыпку еще в будущем. Просто нужно ждать. Да? Готовиться к этому невозможно, избежать этого тоже не получится. Просто нужно ждать. И еще один очень крутой момент, который я не могу упустить. Вместе с любовью и деньги придут. Причем деньги очень большие. Вот насколько будет сильная, большая любовь, настолько и большие деньги придут в вашу жизнь. Не могу вам объяснить, как это связано, но здесь в отсыпке все нам показано. Придет любовь, придут и деньги. Большие деньги. Вот сколько любви, столько и денег будет в вашей жизни. Деньги, как и любовь, приходят на двоих. Это будет не персонально ваше, либо не персонально вашего партнера, с кем вы там полюбите друг друга, а именно вдвоем и на двоих. Вот так у вас и показано. Кто там не хочет любить, придется, любовь придет и не спросит. И даже если вы мне сейчас напишите в комментариях, а я уже любила, либо я уже любил, вот поверьте, вот этого чувства еще не было. Вот такой силы чувства не было, это 100%. Видите, вот даже показано, что вот голова немножко как раскрыта, да, просто сносит, уносит, взрывает мозг. Что-то безумное надвигается в вашу жизнь.
И да, не отказывайте себе в этом счастье. Это действительно счастье. Это действительно та, знаете, как обещанная награда за всю ту тяжелую жизнь, за все эти тяжелые испытания, которые вы пережили. Любить, влюбиться, полюбить и не только счастливой стать, но и богатой, как я понимаю. Ну, дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Так, еще о чем не знаете. Не знаете вы, что какая-то женщина очень сильно вам завидует. Причем здесь не просто уже зависть, здесь уже какая-то патология пошла. Она сходит с ума, она постоянно о вас думает, она полна яда и ненависти, желчью, брызгает в вашу сторону. Женщина, с которой когда-то, может быть, даже совсем в недавнем прошлом, вы были близки, вы хорошо общались, вы были дружны, а может быть, вы были родственниками. А сейчас она сидит и вот этой ненавистью, завистью, желчью давится в вашу сторону. Вот прям как с ума сошла из-за вас. Какая-то обезумевшая, да, злобная женщина. Женщина, которая, ну, смотрите, здесь как идет. Здесь вас скорее как хотят заранее предупредить, чтобы вы там не пугались и не искали причин в себе. Вы ни в чем не виноваты, вы ничего плохого ей не сделали. Вижу, что жизнь у нее тяжелая, хотя у вас не легче, если честно, но вы-то сильная личность, вы сильный человек и много-много-много хорошего в жизни делаете. Вы о себе не думаете, вы думаете о других. Вы много добра делаете, много хороших, благородных, добрых поступков, Богу угодных поступков, назовем это так. А эта женщина, она выбрала другой путь, она выбрала путь тени, злобы, ненависти. Знаете, она вот постоянно себя с кем-то сравнивает, но опять же с вами сравнивает. И вот она прям ненавидит тех, кто умеет жить, умеет улыбаться, умеет радоваться жизни, тех, кто не унывает, тех, кто на себе волосы не рвет там, в каждой критической ситуации. Вот как с ума она из-за этого сошла. Вижу, что ничего хорошего ее не ждет, но и общаться с ней, например, ну как-то это неблагоразумно, да, и в какой-то степени опасно. Вам нужно, конечно, дистанцироваться как можно дальше, тем лучше. И также вы должны предупредить, если у вас есть дети, да, просто предупредить детей, что в жизни так иногда бывает. Ну, ментальное здоровье – вещь хрупкая. И в любой неожиданный момент оно просто может там полететь, сломаться, да, схема рассыпется. Просто объяснить, что вот бывают люди нездоровые. Это не значит, что мы плохие, либо эти люди плохие. Просто люди нездоровые. Вот и все. Объясните своим детям, чтобы дети ваши случайно не испугались. Либо там не наслушались бредней вот этой сумасшедшей женщины и не начали об этом думать. Просто предупредите. И еще раз говорю, вашей вины в этом нет. Вот эта женщина, она сама выбрала этот путь тьмы. Если ваш путь – это свет, добро, добрые позитивные мысли, помощь тем, кто в ней нуждается, будь то человек, будь то животное, то у нее путь тьмы, ненависти, зависти, злобы и желчи. Вот и все, мои хорошие. Никто ни в чем не виноват, она слаба духом, а вы, наоборот, сильны. Вот, скорее всего, она и из-за этого на вас вот так окрысится, либо начнет желчью плеваться. Вот. Не заморачивайтесь. Это ее судьба, это было ей на роду написано. Может быть, были какие-то шансы ей спастись, вылечиться, но все равно она выбрала тьму. Все, точка. Об этом думать вам не стоит. Она не опасна. Я не вижу, чтобы вам угрожала от нее какая-то опасность. Ну, конечно, если вы с ней близко будете общаться, там, пытаться ей для нее что-то сделать, помочь, может быть, она там какую-нибудь гадость и выкинет. Но если дистанцироваться и просто вот отсечь ее от себя, то ничего не будет. Вашей вины, еще раз говорю, нет. И, кстати, ничем помочь вы тоже не можете. Даже не пытайтесь. Иначе ничего хорошего не получится. Не увидит она вашей доброты. Она еще больше вас ненавидеть начнет за то, что вы ей помогаете. Вот в таком ключе. У кого-то, к сожалению, отыграется, что эта женщина вам даже как-то близка, родственная, даже какая-то связь. Ну, видите, ментальное здоровье, как я уже сказала, очень хрупкое. Дальше, с левой стороны. Не знаете вы, что о вас какой-то мужчина не разрешает говорить плохое.
Вот когда кто-то начинает что-то плохое о вас говорить, либо возмущаться в вашу сторону, либо сплетничать о вас, либо в чем-то там придираться, обвинять, этот мужчина, он прям запрещает, руками начинает махать и запрещает говорить о вас плохо. Вот, как защитник у вас есть, появился. Я не могу сказать, что вас связывает это с левой стороны. Может быть, вас вообще ничего не связывает. Просто этот мужчина вас хорошо знает. Либо видит, какая вы, чувствует вас. И никому не позволяет вас обижать. Он постоянно за вас заступается. Да, начинает махать руками, топать ногами и запрещает думать, говорить и обвинять, сплетничать, либо что-то делать негативное в вашу сторону. Этот человек может быть и среди родственников, этот человек может быть и среди знакомых, и среди коллег. Вижу, что заступается, защищает. Хороший человек. Но он не хочет, чтобы вы об этом знали. Либо, не знаю, скрывает, наверное. Вот. Не хочет, чтобы вы героя своего знали. Мужчина и женщина идет предсказание одинаково. То есть и за мужчину, и за женщину заступается мужчина. Вот. Не позволяет гадости о вас говорить. Хороший человек, благородный. Еще, мои хорошие, обман. Да, это не просто обман, это какой-то сговор с целью что-то от вас утаить, скрыть и за спиной у вас провернуть. Здесь и родственники могут быть, и люди, с кем вы дружны, общаетесь и достаточно плотно общаетесь. Люди знают о вашей принципиальности, о вашей гордости, о ваших принципах, устоях, да? О ваших моральных ценностях. Вот. Знают, что вы будете против тех действий, которые они хотят осуществить, либо уже осуществляют. Поэтому они договорились между собой от вас это все скрыть. Здесь, знаете, еще такая может вещь быть, прям совсем неприятная, что люди могут действовать за вашей спиной от вашего имени, либо прикрываясь вашим именем. Прям совсем такое что-то фу-фу-фу. Вот поэтому они это все скрывают, потому что знают, что вы никогда этого не примете, не поддержите и категорически будете против. Вот. Это, конечно, очень нехорошо, это их не украшает, но, поверьте, они за это ответят. Вот. И сколько бы вот этой тайне не быть, не существовать, все равно все раскроется. Рано или поздно все раскроется. Вот. Вижу, что тут, понимаете, им прилетит. Вот по шапкам точно прилетит за то, что они это делают. От вас ли, либо от высших сил, либо от кого-то. Но точно прилетит. И все раскроется. Сейчас сговор происходит, либо он уже произошел. Да? И так можно прочитать. Вот. От вас тут ничего не зависит, да, потому что вы тут ни при чем. Они там шуры-муры за спиной сделали. Вот. Им точно прилетит. Вот. Не будьте к ним строги, знаете, что им точно прилетит. Еще, мои хорошие, не догадываетесь вы о том, что тот, кто рядом, на вас постоянно жалуется. Рядом. Это может быть и партнер ваш, это может быть и, допустим, ребенок ваш. Это может быть и близкий друг, близкая подруга. Вот кому-то на вас жалуются. То есть что-то не устраивает, что-то не нравится. И человек какие-то личные интимные вещи рассказывает. Целью, чтобы пожалели, похолили, да, приласкали. Какую-то как выгоду ищет, поэтому на вас жалуется, о вас что-то рассказывает. Человек отдает себе отчет в том, что он делает. Тут все четко, все понятно. Но вижу, что человек выгоду ищет. Вот вы меня простите, какая-то есть в этом выгода. Возможно, человек вам сам в этом признается и скажет, что вот так-то и так-то, я то-то, то-то сказала, но ты меня поддержи, мне это для дела надо. И тут у вас уже будет как сделка с совестью. Либо вы принципиальный человек, на это глаза закроете, либо вы это все поломаете. Какая-то выгода есть, да. Может быть, человек, я не знаю, ходит в какие-нибудь организации и говорит, что вот, у меня семья, мы бедствуем, мы такие несчастные, помогите, поддержите. Хотя, в принципе, может быть, и не шикарно вы живете, но грех жаловаться. Как пример был, да, вот в таком ключе. Какую-то выгоду ищет.
Вот, там уже вы сами будете договариваться со своей совестью, но вижу, что с правой стороны человек вам сам в этом признается, сам об этом расскажет. И еще, мои хорошие, не знаете вы о каком-то предложении, которое для вас, ну, грубо говоря, уже готово. Кто-то вам что-то будет предлагать, причем неплохое, но хорошее. Хорошее, и там чем дальше и больше, тем лучше. Это предложение может быть и с работой связано, и с вашей реализацией, и с вашими там талантами, умениями. И даже, возможно, с куплей и продажей. Да? Вы все слишком разные, предложения тоже разные. Вижу, что в вас именно очень сильно заинтересованы. И как будто бы вот выбор уже пал на вас. Да? Люди готовятся к тому, чтобы вам это предложение озвучить. Вижу, что люди, либо человек, но мне почему-то ни одного человека показывают, там как будто бы они рассуждают, общаются, консультируются, да, как несколько человек, как с друг другом у них там все это проходит. Вот вас видят номером один. Вот вы и как свет клином на вас сошелся. Если согласитесь, ну не пожалеете. А если поторгуетесь, то более лучшие условия себе сможете выторговать. Но вот вижу, что прям очень вас заинтересованы. Именно вас хотят. Либо у вас купить хотят, с вами посотрудничать хотят. Здесь не грех и поторговаться. Ну, цену себе понабивать. Да? Это нормально. Это нормально, тут ничего такого нет. Вот. Так что решать, конечно, вам. Но вижу, что есть поле, да, где развернуться, на чем поторговаться, и что-то более выгодное можно для себя выбить. Ну, выпросить, выторговать, как вам будет удобно. Вот. Так что не спешите, там, может быть, сразу соглашаться, может быть, там, немножечко там, поиграйте с этой ситуацией. Вижу, что можете больше получить. Ну, либо должны больше получить. Но, опять же, это все от вас зависит. Но предложение уже сформировано, оно уже готово. Там они уже все обсудили, решили. И вот там буквально не сегодня-завтра вам будут предлагать. И если торговаться, то больше получите. Еще. Не догадываетесь вы, что вас кто-то разыскивает. Вот ищет, разыскивает, кому-то вы очень нужны. Кто-то хотел бы вас увидеть, с вами пообщаться. Может быть, человеку есть что вам сказать. Человек вас ищет, но не там, где вы находитесь. Прямо совершенно в противоположной стороне. И вот как будто бы вы совсем недавно об этом человеке либо с кем-то говорили, либо вспоминали. Может, даже во сне приснился. Вот именно этот человек вас разыскивает. Если понимаете, о ком я говорю, то не грех как-то маячок послать, да, что вот не там ты меня ищешь, я здесь. Вот. Лишним точно не будет. Там что-то хорошее, важное, приятное. Может быть, даже человек вам что-то отдать хочет, то, что вам принадлежит, либо по праву должно быть вашим. Вот в таком ключе. Может быть, кто-то из родственников, может быть, кто-то из там, давнишних приятелей и знакомых. Но вас ищут. Но, правда, не там, где вы находитесь. А человека этого вы точно вспоминали, либо о нем говорили, о ней говорили, ну, либо человек вам снился в таком ключе. Так, не догадываетесь вы, что вы очень красивые. Да, вы очень красивые, и вам наоборот кажется, что вот я там не так выгляжу, волосы редкие, там, не знаю, морщинки, сединки, лишние килограммы, там какие-то дефекты в фигуре, да, в таком ключе. На самом деле вы очень красивые, вы молодые, вы прекрасные, вы гораздо лучше выглядите, чем ваши сверстники и даже те, кто моложе, чем вы. И вижу, что вы постоянно в центре внимания, что очень много людей на вас смотрит с улыбкой, с позитивом, вами восхищаются, с вас пример берут, на вас равняются. Вы интересная личность, не только вот внешние данные, но и еще и интеллектуально развитая личность. С вами всегда интересно, с вами всегда есть о чем поговорить. Много людей на вас внимание обращают, много людей на вас смотрит, и много людей хотели бы с вами, ну, наверное, как-то плотнее общаться, либо там сблизиться, допустим, да, в каком-то дружеском ключе. Ну, а если вы женщина, про мужчин я вообще молчу, там практически каждый вас желает, вас желал. Ну, а если вы мужчина, то
Нет такой женщины, которая бы отказалась с вами время провести. Хотите верьте, хотите нет, но это вот прям с левой стороны показано. Но с левой, потому что вы вообще прям об этом не думаете, либо думаете обратное. Вот, хотя это все не так. И еще, мои хорошие, не ждете вы и не знаете о каких-то хороших новостях. Что-то хорошее произошло, но вам еще об этом не сказали. Уже как случилось, как факт, да, это уже случилось, но информация еще до вас не дошла. Вижу, что радоваться очень сильно будете. Радоваться так, что аж сердце будет, знаете, вот очень сильно стучать, такой ритм отбивать. Очень хорошие новости, очень приятные. Тут еще как элемент неожиданности присутствует. Но прям несколько дней будете ходить в эйфории. Вот настолько хорошие новости, настолько положительный момент идет. И еще, мои хорошие, вы не знаете о том, что какой-то человек ради вас, ну вот ради вашего образа, во имя вашего образа, решил свою жизнь поменять. Человек очень такой, знаете, вот от него плохо пахнет. Опустившийся, может быть, там пьющий, либо бомжующий, может быть, человек там еще чем-то плохим промышлял. Вот этот человек вас видел и восхитился вами. И вот знаете, как вот желание проснулось, жизнь свою изменить, стать другим, для того, чтобы иметь возможность не просто вас видеть, но и с вами общаться. А у кого-то отыграется, что, может быть, это мужчина бывший и хотел бы вернуться. Но в том образе, в котором он сейчас проживает, это невозможно. Он сам себя стыдится, ему самому от себя пахнет неприятно. Вот как-то он, не знаю, то ли мимо вы проходили, то ли вот как образ ваш увидел, такой думает: Господи, какая же она хорошенькая, да? Вот как я жизнь свою просрал, да, вот нужно мне срочно что-то менять. То есть вы для этого человека по факту стимулом стали, стимулом для того, чтобы менять свою жизнь. Вот, и я не знаю, насколько этого человека хватит, но рисунок идет с правой стороны. То есть человек вам не чужой, вы точно знакомы, возможно, в отношениях были. Долго вы не виделись, либо мало что знаете об этом человеке, но человек показан как вот прям ветошь какая-то, извините за слово. Вот, вас увидел, решил ради вас, во имя вас меняться. Ну, чтобы иметь возможность с вами пообщаться, либо, в принципе, да, как-то там еще наладить с вами вместе свою жизнь. Вы для этого человека стимул. Стимул, да. И еще, мои хорошие, не ждете вы, что какие-то копья мимо вас пролетят. Стрелы, копья. Но это проблемы, это какие-то резкие события неприятного характера, то, что ранит. Да, скорее всего, какие-то проблемы. Вы как будто бы сами себя готовите, настраиваете на встречу с какими-то проблемами и думаете: о, сейчас придется копья ловить, либо стрелы ловить. Больно будет, неприятно. Но вижу, что они поверх вашей головы мимо пролетят. То есть вас явно ничего не заденет, в вас ничего не попадет. Да. Готовитесь к плохому, но плохого не будет. Эти стрелы, эти копья у вас точно не попадут. Над головой пролетят и дальше полетят. Вот. Так что не настраивайте себя на негатив, не готовьтесь к негативу. Это прям совсем чересчур. Так нельзя. Так нельзя. Вот этот пессимизм, который у вас есть, он вам здорово по жизни нервы портит, да, и мешает. Прекратите этим заниматься, да, будьте реалистами, но не пессимистами. Вот. А лучше, конечно, реалистами с уклоном в оптимизм. Вот это будет прям идеально. Меняйтесь, меняйтесь. Зачем? Зачем вы себя готовите изначально к тому, чего не будет? Зачем вы начинаете бояться там далеко заранее, чем событие произошло? Вы же не знаете, будет, не будет. Но вы уже как вот замерли, вот так сгруппировались и думаете: вот сейчас буду встречать, сейчас буду встречать. Не будет этого. Стрелы, копья летят над вашей головой и улетают далеко.
Так, крестик. Но здесь печальное событие. Здесь кто-то из жизни ушел, а вы об этом не знаете и даже не догадываетесь. Сразу хочу сказать, что ушел из жизни плохой человек. Очень плохой человек. И этот человек с собой зло свое унес из вашей жизни. Зло, негатив, негативное действие, воздействие в вашу сторону. Чем бы это ни было, этот человек покинул наш мир, крест вот ему стоит, либо ей, и зло с собой вместе, как говорится, в могилу забрала. Вы об этом не знаете, но вы можете это ощущать. Знаете, как вы будете ощущать? У вас начнет улучшаться настроение, у вас начнутся положительные изменения в жизни. Опять же, вот это вот любовь, деньги придут. Вот. Возможно, кто-то очень долгие годы на вас воздействовал, либо постоянно негативил в вашу сторону и желал вам всего наихудшего. Этого человека не стало, и вместе с этим не стало этого воздействия. Вот. И поэтому, я так понимаю, все начнет резко и в лучшую сторону меняться. Об этом покойнике вы узнаете, но узнаете не сейчас. Там прям значительно времени пройдет, даже может быть и полгода пройдет, а может и того больше, но все равно узнаете. Вот как, не знаю, скрывают от вас, либо этот человек ушел, но его там злая воля еще не до конца ушла, да, и человек вот туманом все это закрывает, чтобы, не дай бог, не узнали. Но этого самого негативного и вредоносного человека в вашей жизни больше нет. Вот так показали. Да, вы все разные, у каждого, конечно, своя история, но у кого была вражда, показали, что человека уже нет. Дальше. Ближе к венцу показаны чудеса. Здесь не одно чудо, здесь именно чудеса. Эти чудеса будут происходить не только с вами, но и с вашими самыми близкими и самыми любимыми людьми. Здесь как обещано свыше, и не только для вас. Вот ждет вас как будто бы время чудес. Либо само по себе что-то будет такое чудесное происходить, либо время, когда там мечты и желания начнут исполняться. И не только у вас, но и у самых любимых и близких. Что-то прям очень необычное. Здесь как будто бы, ну вот маленькие дети, да, радуются там огромному количеству подарков. Но такие ощущения, как в детство попасть, причем на какой-то там праздник, день рождения, когда много подарков, либо Новый год, да, вот что-то необычное. Время волшебства, время чудес. Это то, что вас ждет. Причем это время, оно прям совсем не за горами. Опять же, вы все разные. В течение 2 месяцев, потому что двоечку показали, у вас это все проиграется. Ну, именно эти чудеса. Так что, мои хорошие, встречайте, ждите, ничему не удивляйтесь, все принимайте, все ваше. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.